В Якутске состоялось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии на предстоящие 9 сентября выборы депутатов Якутской городской думы и Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Перед голосованием в течение 8 дней проходили дебаты кандидатов в депутаты. В ходе дебатов кандидаты оттачивают свое мастерство взаимодействия с народом и вообще с избирателями. И самое главное, как раз обкатывается вообще сам кандидат, обкатывается его программа, и люди как раз задают наиболее актуальные вопросы. Вот сегодня у нас не было таких постановочных вопросов, да, люди, которых я действительно не знаю, задавали мне такие, неожиданные достаточно вопросы. Вообще в системе предварительного голосования имеет право участвовать любой человек, независимо от партийной принадлежности. И в этом как раз вот широта и демократичность партии «Единая Россия». В прошлый раз, когда вот впервые внедрялся праймерис, это было 5 лет назад, в 2013 году, мы как раз организовали вот этот проект, и все очень удивлялись, что именно любой человек, независимо от принадлежности какой партии или беспартийной, имеет право прийти и проголосовать за кандидата, который будет выдвигаться от партии «Единая Россия». Я считаю, что это очень правильно, и вообще вот еще раз повторюсь, что это как раз позволяет выбрать именно самых качественных кандидатов в депутаты. Проголосовали на праймерис 22 900 жителей, или 12,8% от общего числа избирателей столицы республики. На 32 участках для голосования, которые объединяют все 114 избирательных участков городского округа. Сегодня у нас праймерис очень важный. Это мы избираем кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в городскую думу, в Государственное собрание Илтумен. Я считаю, что тем самым партия показывает, что у нее есть очень большая, скажем так, скамейка запасных людей, которые могут быть представлены в парламенте, дает право избирать именно населению, чтобы население само активно участвовало в выборах. Я доволен тем, что в этом году праймерис в Якутске проходит неформально, идет настоящая такая острая конкуренция. Я считаю, что именно вот такая конкуренция внутри партии, она очень важна для больших партий, таких как «Единая Россия», которые борются не за 5-7%, а борются за 50 и больше процентов. И, конечно, я считаю, что в результате вот этого праймериза те, кто будет избран кандидатами в Заксобрание города, в городское собрание города, городскую думу, те, кто будет выбран кандидатами в Илтумен, Государственное собрание Республики Саха-Якутия, они, конечно же, будут более ответственно, более серьезно уже относиться к этому вопросу, к вопросам представления своих избирателей, потому что я уверен, что вот все, что сделано во время подготовки к праймерис, вот результаты тех дебатов, которые они все проходили, тех выступлений, когда они встречались с избирателями, они, конечно, помогут им сформировать лучшую программу, которая, конечно же, в первую очередь будет помогать улучшению жизни наших горожан. За право стать претендентами на 30 мест в Якутской городской думе по одномандатным округам и партийным спискам соперничали 73 участника предварительного голосования. Еще 55 человек пожелали стать кандидатами от партии, чтобы побороться за 18 мест в парламенте республики. Поскольку голосование было рейтинговым, когда горожане могли отдать свои голоса сразу нескольким претендентам, подведение предварительных итогов было непростым и долгим. Имена победителей стали известны лишь под утро следующего дня. Среди тех, кто получил поддержку избирателей, оказалось немало новых лиц и уже зарекомендовавшие себя добросовестной работой депутаты. Победители предварительного голосования получат официальный статус кандидатов от партии на предстоящих в сентябре выборах. Предварительные данные голосования уже есть. Официальные данные подведет исполком партии.